Гораздо более эффективным в краткосрочном периоде оказался метод радиоуглеродного датирования. Известно, что в природе существует углерод, а живые организмы участвуют постоянно в радиоуглеродном обмене, потому что мы поглощаем что? Пищу. Да? И вместе с пищей попадает радиоуглерод. А углерод в природе, он представлен изотопами, активными С14 и стабильными, С13 и другие. Поглощая пищу, этот радиоуглерод попадает нам в виде изотопов в организм, и он у нас оседает. После смерти животного или организма начинается прекращение процесса, разумеется, радиоуглеродного, да, потому что мы не потребляем пищу. Да? Этот радиоуглеродный обмен прекращается, и что у нас начинает распадаться, например, радиоактивный изотоп углерода С14. Он распадается, известна скорость распада, и в результате, что ученые просто устанавливают момент гибели организма, или в данном случае растения. Мы включаем туда и, собственно говоря, и деревья. Деревянные элементы из архитектурных построек Горной Ингушетии отправляются в США в Центр прикладных изотопных исследований Университета штата Джорджии, где определяют их возраст. Мы датировали методом радиоанализа все виды памятников, практически все виды архитектурных памятников, включая склепы, святилища, храмы, жилые, боевые, полубоевые башни Горной Ингушетии. И в 90-95% случаев все полученные нами радиоуглеродные результаты радиоуглеродного датирования, они накладываются на существующие хронологии этих памятников, в принципе, в том числе и включая историко-фольклорные источники. Дело в том, что у нас в Горной Ингушетии очень живы предания, и наши старожилы рассказывали еще 100 лет назад и в недавнее время, кто, когда, в какой период строил, например, ту или иную боевую башню. Возьмем, допустим, Салгинскую боевую башню. Согласно преданиям, башня была построена мастером Тетбеком Эльдиевым из Таргима во второй половине XVII века. По преданиям он как раз датируется этим периодом, и наши радиоуглеродные анализы только это подтвердили.